И язык – это главное достояние и опыт народа. Если его не передавать будущим поколениям, народ просто исчезнет. Совершенно все выберут в качестве родного языка русский. Как преподавателю в этих условиях работать? Эта маленькая сноска имеет решительное значение для преподавания родных языков. Этот выбор абсолютно не свободный. Все народы равны, все языки равны. Состояние национального образования после предписаний прокуратуры не назвал кризисным. Сейчас это образование существует просто формально. А так-то, по сути дела, он уже деморализован и разогнан. А теперь в правовом пространстве Российской Федерации ведется работа по узакониванию вот этих предписаний, потому что это предписания противоречили существующему законодательству Российской Федерации. И, естественно, это в конце концов найдутся люди, которые будут опротестовывать это. И наверняка к этому дело идет. А поэтому сейчас ведутся попытки узаконить. Это не то, что попытка, а деятельность проводится, и она абсолютно организована, потому что проводится это по разным направлениям одновременно. Во-первых, вводятся изменения, это ФАДН подготовил, в стратегию государственной национальной политики Российской Федерации. Я проект этот посмотрел, познакомился, там убраны все упоминания о государственных языках Республики Российской Федерации, вообще наличие Республики Российской Федерации, и в том числе из области образования, такие положения, как поощряется многоязычие и двуязычие в системе образования Российской Федерации, эти положения предлагается убрать. Вообще полностью игнорируется конституционный строй Российской Федерации, что это федеративные республики и состоит из государств. Там весь тренд делается только на борьбу с экстремизмом и еще один конек есть терроризмом. И почему-то это применяется вообще к языкам и национальной политике. Потому что вопросы экстремизма, они много шире, чем национальная политика. Национальная политика захватывает маленькую часть, но вообще формулировка уже вообще в государственной политике Российской Федерации в области национальных вопросов сводится к борьбе с экстремизмом. Но цель, наверное, там все-таки из области образования убрать многоязычие и полилингвальность, поликультурность в систему образования. Во-вторых, вводятся изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. Это Министерство образования Российской Федерации. Оно проводится в том же духе. Был выставлен на обсуждение проект варианта федеральных образовательных государственных стандартов для начальной школы. Какие там изменения предлагаются? Там, в отличие от существующего федеральных образовательных стандартов, в рамках требований к изучению родных языков введены еще государственные языки республик. И написано, что в рамках родных языков могут быть изучаться и государственные языки, или написано. Но есть сверху сноска, в этой сноске написано, к родным языкам относится и русский язык. Эта маленькая сноска имеет решительное значение для преподавания родных языков. Допустим, полкласса изучает русский язык 9 часов, полкласса изучает 3 часа, то есть 6 часов. 3 часа они уходят изучать родной язык. Как преподавателю в этих условиях работать? Ну вот вы бывший ученик, я как преподаватель не представляю. Одна половина класса у меня будет
будет уходить вперед по материалам и в глубине, другая часть класса отставать. Невозможно преподавать один и тот же предмет, потому что русский язык, он и родной, и государственный, один и тот же. Ничего там не меняется. Есть другая сторона вопроса, более серьезная. По русскому языку есть экзамены. Они единые. Они являются, результаты этих экзаменов являются баллами для вступления в вуз. И в отличие от советских времен, баллы по русскому языку, они по всем предметам конкурсные. Куда бы, по какой специальности. Какую вы специальность не пошли, по русскому языку баллы они конкурсные. Везде учитываются. И поэтому те, которые 9 часов изучают русского языка, естественно, у них есть больше возможностей подготовки к единым экзаменам, чем которые изучают 6 часов. Там написано, что это в федеральных образовательных стандартах по выбору родителей. Совершенно очевидно, что родители что выберут? Совершенно все выберут в качестве родного языка русский. Потому что по другим родным языкам нет ни экзаменов, они нигде не учитываются. Это сбоку припеку. Это главное отличие российских образовательных компетенций от общемировых образовательных компетенций. Если вернуться, федеральные образовательные стандарты, они построены на образовательных компетенциях, общемировых. Там исключен только одна компетенция. Компетенции по родным языкам, которые по всем мировым нормам являются главной образовательной компетенцией. И это естественно, потому что образование – это процесс передачи опыта предыдущих поколений будущим поколениям. И язык – это главное достояние и опыт народа. Если его не передавать будущим поколениям, народ просто исчезнет. Поэтому предусмотрено, что компетенции по родным языкам являются главной образовательной компетенцией. Человек должен знать свой родной язык в совершенстве, иначе ему документ образования не выдается. А в нашей стране эта компетенция опущена. Нет у нас экзаменов, и знание родных языков никак не оценивается в системе получения образования государственного, в системе образования. Кроме того, в новом варианте образовательных стандартов указано, какие предметные области в обязательной части. Вот родные языки относятся к обязательной части. Это из принципа построения федеральных образовательных стандартов исходит. Но в числе предметов государственных языков республик нет. То есть государственные языки республик будут изучаться не в основной части программы, в обязательной части, а по выбору учреждения образования. У этой формулировки есть еще одна сторона, про которую мало кто обращает внимание. Государство предметы, которые выбирает школа, не обеспечивает ни учебниками, ни учителями. Это самостоятельная инициатива школы. Если он имеет такие возможности, он его преподает. И родители имеют право выбрать или не выбрать. Если они выбрали этот предмет, заинтересовались, они уж сами покупают учебники. Вот еще один нюанс есть — факультативы, про который мало кто обращает внимание, потому что это знают только организаторы образовательного процесса, то есть управление образования и региональное министерство, потому что они покупают учебники. Таким образом, в старом варианте федеральных образовательных стандартов, в существующем варианте образовательных стандартов, в родных языках никак не упоминались государственные языки республик. Но это было и естественно, потому что в федеральных образовательных стандартах и нет предмета государственный язык Российской Федерации. И это и правильно, потому что изучение языка не зависит от его статуса. Статус — это область применения только, это не свойства языка. А в школе изучаются свойства языка. Там есть предмет русский язык, есть родные языки. И этого достаточно. Просто русский язык как государство изучается в обязательном порядке. Естественно, и родные языки, которые являются государственными языками республик, тоже должны изучиться в обязательном порядке, поэтому в законе написано, а эти языки изучаются в соответствии с законодательством этих республик.
Это вот части федеральных образовательных стандартов. Федеральные образовательные стандарты действительно новый вариант, учел предписания прокуратуры. Теперь, хотя родные языки являются обязательным предметом в основной части, но его изучение, какой язык изучать, выбирают родители. Этот выбор абсолютно не свободный, потому что там условия разные. Языки находятся в разных условиях. Это недопустимо, потому что Конституция Российской Федерации, основной принцип Российской Федерации, все народы равны, все языки равны. А в системе образования они уже подвергаются градации, получается. А это, в общем-то, не только нарушение Конституции Российской Федерации, но общечеловеческих норм. И квалифицируются они совершенно по-другому. Теперь вернемся уже к новому закону об образовании. Это третье изменения, которые внесены, и они все одновременно проходят, все эти изменения, в документацию. Поэтому, естественно, возникает впечатление, все это производится организованно. Все знают, что это аппарат президента Российской Федерации. Нет другого органа, который может командовать со всеми отраслями одновременно. Новый проект закона внесение изменений в закон об образовании Российской Федерации касается только 14 статьи, в основном, которые называются «Языки обучения», и касается статьи 44, это «Права и обязанности родителей». В статье 14, которая касается языков обучения, там предлагаются внести следующие изменения. На выбор, право выбора языка обучения добавить и языки изучения, родные языки. Кроме того, у нас в существующем законе государство гарантирует получение образования на родном языке только основным образованием, то есть среднее образование государство не гарантирует, что в свою очередь является нарушением Конституции Российской Федерации, согласно которой народы имеют право получать образование на родном языке на любом этапе. В условиях доступного, обязательного среднего образования они ограничивают право получения образования на родном языке только основным образованием. Туда еще этот вариант закона добавляет и языки изучения. То есть родные языки можно будет изучать только в основной школе. В средней школе языки невозможно будет. Более того, там еще поставлено ограничение в пределах возможностей системы образования. Эта формулировка тоже удивительна. Она существует и в существующем законе, и в предложенном варианте. Что это означает? По логике должно быть так, что система образования должна обеспечивать исполнение законодательства. Потому что система образования нашей Российской Федерации служит не только одному богоизбранному народу. Эта система образования существует на аналогии всех народов Российской Федерации, которые собираются и должны обеспечивать все условия существования этих народов, в том числе и в системе образования. Поэтому формулировка эта должна быть убрана и там, и тут. В пределах системы образования. Там добавлено дальше открытие необходимого количества классов, групп и школ. Но там еще два существенных момента исключено. Это подготовка кадров в необходимом количестве и выпуска учебников. Потому что без учебников школа не может существовать. И без учителей тоже школа не может существовать. А подготовка учителей – это прерогатива федеральных властей. Они регионам не относятся. Даже если муниципалитет откроет школы в необходимом количестве, то преподавателей надо же готовить в вузах. Этот момент законом не предусматривается. И это уже сказывается, например, в Татарстане, даже в Татарстане, преподавателей и предметников, владеющих родным языком, 4 года уже не готовят. То есть набор групп не осуществляется. Это означает, через 10-15 лет существующие даже школы с татарским языком обучения останутся без преподавателей.
Более того, предписанием прокуратуры прекращено использование учебников на татарском языке под предлогом, что эти учебники не фигурируют в федеральном списке допущенных учебников. Но учебники на татарском языке по предметам, эти переведенные учебники уже из списка Российской Федерации. Как их заново выносить, это просто нелогично, потому что когда учебники передаются на экспертизу Академии наук и педагогическую академию, они сначала переводятся на русский язык. Так у них на русском языке переводе уже в списке существует, в списках они уже есть. И теперь, ладно, это предупреждение можно еще считать, ну, даже если они так посчитали, если логики нет никакой, но надо дать время школам для включения этих учебников и издательством в этот список, а этот процесс не быстрый. Для этого надо пройти экспертизу в Академии наук и в Академии педнаук. Для этого год срок. Процедуры так предусмотрены. Дальше год рассматривает Министерство образования Российской Федерации. Чтобы попасть в этот список, минимум 3 года надо. Кроме того, еще нужны деньги. Экспертиза каждого учебника стоит 700 тысяч рублей. Как быть школам с родным языковым обучением в Российской Федерации, теперь непонятно. Вот что означают учебники. И в этом законе еще, естественно, в законе сейчас четко и ясно прописано, что эти предметы изучаются по выбору родителей и учащихся. Кроме того, 44-й статье изменения самые страшные, потому что в 44-й статье написано права родителей. В настоящее время у родителей по закону имеется право выбрать язык обучения и право выбора факультативных предметов. Вот сейчас закон изменен таким образом, что добавлено после слов «и факультатив предметов», в том числе изучение языков народов Российской Федерации, родных языков, и государственных языков республик. То есть государственные языки республик и родные языки отнесены к факультативным предметам со всеми вытекающими обстоятельствами. То есть учебники нельзя будет на них закупать за счет государственных средств, и нельзя будет заказывать учителей, потому что это школа, это просто инициатива школы, получается. И нельзя будет учителей бесплатно проводить повышение квалификации, потому что это факультативный предмет. В последнее время, конечно, уже люди при должностях начали против этого закона выступать. И я делаю вывод, что все-таки уже наверху как-то согласовано, что этот закон не будет пропущен. И этот вариант выведен только отвлечение внимания, потому что для сохранения родных языков и государственных языков республик в составе Российской Федерации необходимо внесение изменений в закон об образовании существующем, а именно в части ограничения возможности получения образования на родном языке. Основной школой должна быть средняя школа, потому что в нашей стране среднее образование обязательно. И оно доступное, бесплатное. Почему народы Российской Федерации не могут воспользоваться предоставленным государством и Конституцией Российской Федерации правами? У них должно быть среднее образование. Я причину знаю, почему не включено, потому что если среднее образование будет на родном языке, то итоговой аттестации не может быть на русском. Но все эти положения противоречат Конституции. Я думаю, что с течением времени это будет оспорено. На каком уровне, я не знаю. И кем это будет. Но вопрос очевиден, и он будет наверняка реализован. Еще в законе об образовании Российской Федерации в статье 14 есть еще положение, что государственные языки изучаются в соответствии с законодательством этих республик, и там
последнее время добавлена была фраза «и изучение государственных языков республик не должно наносить ущерб изучению государственного языка Российской Федерации». Вот эта формулировка, она никакой логики объяснить невозможно нормальной, потому что, если так подумать, все предметы мешают изучению других предметов. Да, в этом смысле. Но можно было бы, например, 36 часов изучать русский язык. Идеальной ситуации. Но нужно ведь изучать еще и математику, придется часы отобрать как-то. Надо изучать и физику, надо часы отобрать. Но чтобы жить, надо знать еще что-то, кроме русского языка. Но, естественно, туда включаются и родные языки народов. Они, чтобы жить, тоже должны изучать эти языки. Естественно, изучение всех предметов и к изучению математики тоже так же. Можно было бы 36 часов изучать только математику, чтобы были великолепные знания по математике. Но приходится находить баланс. И поэтому нанесение ущерба – абсолютно нелогичная фраза. Кроме того, вообще непонятно, как изучение одного языка может наносить ущерб другому языку методически. Вроде педагогическая практика показывает наоборот. Изучение одного языка помогает изучению другого языка. Чем больше языков знаешь, тем легче становится изучать другие языки. И эта формулировка тоже должна быть убрана. Потому что уже там ограничений хватает, там еще кроме законодательства республик написано, что в рамках требований ФГОС федеральные образовательные стандарты уже ставят достаточно серьезные рамки к изучению государственных языков республик и родных языков. Конечно, логику можно понять, эту логику. Логика только такая, как-то оградить изучение представителей русского народа от изучения языков народов, от обязательного изучения. Эта цель может быть поставлена только с людьми, которые считают, что языки у нас и народы в Российской Федерации неравные, есть первосортные, есть второсортные, поэтому первосортным изучать языки второсортных – это унижение, это недостойно, это ограничение прав человека. То есть вот эти формулировки, они предполагают разделение градации народов и языков по степени важности, что не допускается ни Конституцией Российской Федерации, ни международными нормами. А если уж международными нормами, то они квалифицируются как преступление против человечества.